Еще несколько месяцев назад здесь стояла школа. Старый альма-матер выпустила 25 мая в свободное плавание очередную порцию выпускников. За свои 37 лет отсюда в самостоятельную жизнь вышли тысячи детей. В стенах этой школы я проработала 33 года, с 1986 года. Практически вся сознательная жизнь прошла здесь. Поэтому было немного жалко прощаться со старой школой. Но, тем не менее, наше село нуждалось в новой школе. Нам не хватало посадочных мест, не было никаких условий. Луиза руководит школой с 1986 года. За это время много накопилось воспоминаний, причем только теплых. От здания нового общеобразовательного учреждения ждет более современного технического оснащения. Еще в 2006 году старую школу признали аварийной, а отсутствие спортивных площадок, актового зала и столовой стало причиной выдвинуть ее под реализацию федерально-целевого проекта Министерства образования о ликвидации 2- и 3-сменного режима. Неспроста выбрали и территориальные расположение будущей школы. Участок, где стояла вот эта школа, находился, можно сказать, в центре села. Поэтому для доступности самое подходящее место вот эта школа, старая школа, где стояла 15-я школа. На время строительства новой школы 220 ребят было решено Минобром перераспределить в общеобразовательные учреждения селения Нижние Очелуки. Там они занимаются во вторую смену. Во вторую смену наши дети занимаются в Нижних Очелуках, 14-й школе, то перевести туда минимум 7 единиц транспорта нужно. Выделенные с Минобразования есть у нас 2 единицы техники с гимназии, которые нам выделили, и наши местные единицы. Но это недостаточно для перевозки людей. Дают обещания с Министерства образования и родительский комитет. Жители сами решают вопрос о перевозке детей. Чтобы долго не держать детей в непривычных условиях, строители работают в ускоренном темпе и при любой погоде. Самое сложное мы уже делаем. Все, что самое сложное. Единственное, вот погода иногда подводит. Но ничего, работаем. Новая школа рассчитана на 720 мест. Это втрое больше, чем в старой. Здесь все предусмотрено для полноценного обучения и комфортного пребывания. Игровая площадка, стадион для школьников. Вот для маленьких детей игровые площадки. Волейбольная, баскетбольная площадка есть. Есть внутри школы спортзал есть. У нас учебный кабинет есть. Трехэтажное здание. А для малоподвижных? Для малоподвижных есть внутри лифт есть, для грузовой лифт и пассажирский лифт есть. Уже в 2020 году здесь прозвенит первый звонок. Дети войдут в новые классы. 2-сменный режим отпадет автоматически. Решится проблема и с досугом школьников. Тамара Хашагульгова, Адам Глоев, Ахмед Гандаров. Новости 24.